Здравствуйте, Анна. Вы у меня заказали индивидуальный расклад, вернее, два. Один был по отношениям с мужем, а второй по поводу вашей дочки, по поводу ее здоровья. Ее зовут Яна. Так, ей 3 года. Вот я подумала, начну-ка я с этого расклада по здоровью. Вы написали, что она с 10 месяцев, ее сильно укачивает в машине. Через 10-15 минут ее начинает рвать. Практически никуда не ездите. И когда она болеет, ее тоже рвет. И после прививок тоже. Врач говорит, ничего не поделать, когда-нибудь пройдет. Так, ну, смотрите, муж у меня посмотрел по ясновидению вашу ситуацию. Он видит слабый, очень слабый вестибулярный аппарат. То есть он не видит, что это проблема сильно в желудке, но желудок тоже слабый. Вот. А самое главное, вестибулярный аппарат слабый. Ну, давайте посмотрим, что карты говорят. Ну, он говорит, что это у нее действительно пройдет позже. Но нужно с этим заниматься. То есть давайте сначала посмотрим, что карты говорят тут еще. Так, какова карта здоровья вашей дочери на сегодняшний день? Восьмерка кубков. Восьмерка кубков показывает действительно какие-то отклонения по здоровью. Но какого рода, я объясню. Это здоровье вялое. То есть она, не говорю, что она как ребенок вялая, да. Она может быть сколько угодно активная. Но здоровье это немножечко такое, вот знаете, как у старичков. Слабоватое здоровье. И действительно, это у нее вообще, в принципе, с рождения, вот судя по восьмерке кубков, получается не сказать по этой карте, что она больна чем-то серьезно, вот совершенно невозможно сказать. Но то, что общий энергофон у нее сниженный, это совершенно точно. Хорошо, давайте посмотрим, а какое у нее здоровье будет в течение года. Вот карта здоровья в течение года. Десятка кубков. Вот видите, от восьмерки кубков перешли в десятку кубков. Десятка кубков — крепкое здоровье и сильные улучшения пойдут по здоровью в течение года. Но нужна поддержка семьи такому человеку. То есть десятка кубков — это, видите, мама, папа, там дети, да? И, соответственно, радуга всходит на небе, то есть уже пойдут в течение ближайшего года улучшения, но при вашей поддержке. То есть нужно вкладывать в ребенка, так скажем, силы и энергию. Хорошо. Вы спрашиваете, какая настоящая причина для того, что у нее такие проблемы? И есть ли вообще причина? То есть какова конкретно причина, вы считаете, что она тут как бы играет роль, да? Хорошо. Вышла карта дьявол. Вы знаете, дьявол – это карта нехорошая. То есть сама по себе причина у ребенка, почему такая ситуация, цепляется за какой-то очень серьезный негатив. Это может быть негатив по роду или негатив наведенный, поэтому здесь нужно, естественно, проверять. Поэтому давайте посмотрим, есть ли проблемы по линии матери, то есть по вашей линии, по родовой. Туз пентаклей. Есть ли по линии отца проблемы? Пятерка жезлов. Есть ли наведенный негатив? Пятерка пентаклей. Карты показали, что есть по линии отца проблемы и довольно серьезные. Скорее всего, на ребенка ложится какая-то тяжелая карма рода отца. И более того, какие-то наследственные вещи, то есть болезни, негативные программы наследственные. Вот, понимаете, все вот такое вот, ну, как цепляется, знаете, с линии отца цепляется за нее. Потому что, скорее всего, душа пришла на эту землю что-то отрабатывать. То есть не только радоваться, да, а еще что-то отрабатывать за прошлые жизни. И, соответственно, выбрала себе, в какой семье родиться, какие родовые каналы у нее, какие наследственные там проблемы. Тут есть, получается, корень в том, что у отца мог быть слабый желудок, мог быть слабый в детстве вестибулярный тоже аппарат. И трудно
такому человеку было выбраться, но он стал очень волевым, и сила по 5 жезлов у него есть, то, что бороться за себя. Соответственно, у нее тоже есть сила бороться за себя и браться за себя. Ну и, конечно, нужна всегда помощь, но этот человек целеустремленный. Вот. Проблема в том, что она у вас дева. Девы более мягкие люди, чем рыбы, конечно. Это понятно, характер мягче. Но бороться никто из себя не отменял, даже девам. Вот. Хоть у них и... У них в работе, да, целеустремленный характер, но у них не такая воля к победе над собой в плане там, физических упражнений, а ей как раз это нужно. Дальше, значит, наведенный негатив, 5 пентаклей, явно есть наведенный негатив. От кого наведен негатив? И на что, и на кого? 10 мечей, смотрите, что творится. 6 жезлов, туз жезлов. Кто-то хотел вашу семью одолеть, победить. Кто-то соревновался с вами. Связано либо с работой, либо с какой-то деятельностью. Конкуренты могут быть, завистники могут быть. Прям пытались остановить. Вот причем завидовали именно всей семье. Здесь карты показывают, что, возможно, и у вашего мужа могли быть конкуренты по работе, кто пытался гадости делать. Но эти люди не то, что являются просто по работе соперниками, конкурентами с вашим мужем, но они были как-то вхожи либо в ваш дом, либо с кем-то общались, как с семьями, например. Поэтому тут могут быть, да, общие какие-то интересы по работе, конкуренция в плане я лучше, я большего достоин или достойна. И вот как-то они с вами как будто общались ближе, дружили и смотрели, вот семья образцовая какая-то, да, там показательная семья, как-то образцовок показательная, есть фраза такая, вот, ну, что по вам можно там измерять свой уровень жизни, сравнивая с вами, и получается, лучше мы живем или хуже, да, то есть вы как образец для подражания, может, для них были. И, соответственно, негатив идет оттуда, потому могло быть у человека какая-то очень сильная энергетика, он мог просто в сердцах что-то проклинать. И другой вариант, действительно сходили, кому-то что-то сделали. Но такие обычно вещи делают цыгане. Цыгане или еще некоторые народности, похожие на цыган. Ну, такие как венгры, например. Вот. Ну, хорошо. Получается, что тут есть негатив на семью, и тут есть из-за этого проблемы, да? Но не только. Вот я говорю, еще негатив по роду, по линии отца. Когда это вообще, в принципе, пройдет? С вестибуляркой. Колесница. Да скоро пройдет. Недолго осталось. Да, до победы недолго осталось, карты говорят. Ну, максимум года 2. Это максимум. Хорошо, а как это можно устранить? Что нужно сделать? Что нужно сделать? Так, тут нужно сразу же, говорю, ограничить общение с какой-то женщиной. Влияет очень негативно. Скорее всего, это оттуда ноги растут по негативу вообще, в принципе. То есть добавляет негатив или это и есть источник негатива, эта женщина. И продолжается с ней общение. Нужно оборвать его. Дальше, значит, что вы еще можете сделать? Ну да, тут 7 пентаклей, 3 мечей и влюбленные. Через силу ребенку надо работать над тем, чтобы укрепить вестибулярку. Скажите, что вы уже делаете, чтобы укрепить вестибулярку? Вот судя по этим картам, нужно упражнение для спорта, да, для того, чтобы укреплять. Какой спорт? Ну, первое, что это может быть? Гимнастика. Второе, велосипед. Третье, плавание. Понимаете? То есть бег, плавание, велосипед, гимнастика, это все. К этим картам относятся виды, какие могут быть упражнений.
спорта, какие виды спорта, там, занятий. И получается, что через силу, потому что она может упираться, не хотеть это все делать. Что-то сделает с удовольствием, да, тут есть вот карта с удовольствием может сделать, а что-то будет через силу ей идти. Вот попробуйте найти то, что ей больше в удовольствие, чтобы она не брыкалась от этого. Но то, что, да, тут вот даже трехколесный велосипед, согласитесь, мог бы помочь, да, как бы, чтобы... И качели, может быть, да, вот если так подумать, у меня муж советовал, говорит, качели, надо качели начинать, велосипед, качели. Тоже советовал, когда смотрел. И тут вот карты, ну, они качели здесь не показывают, они показывают то, что я перечислила. Так, ваша дочь очень сильная, чувствительная. Влияют ли мои страхи и заботы на нее, или это ее характер? Влияют ли ваши страхи и заботы? Жрица. 7 мечей. 5 кубков. На вас обеих влияет женщина с негативом очень сильным. Это да. Оттуда у вас и страхи, и заботы, и на нее это все, это она чувствует отлично. Причем отшельник, король жезлов, рыцарь жезлов связано с мужчиной. Через вашего мужа все идет. Тут конкретно так. Хорошо. Давайте глянем ближайшие. Там в ближайший год я посмотрела 10 кубков, там улучшение идет. Ну, давайте в ближайшие месяцы будут ли какие-то улучшения. Сейчас и ближайшие годы посмотрим. Так, октябрь. В октябре будет наоборот какая-то ухудшение. Ноябрь ухудшение, скандалы с ее стороны. Декабрь лучше. Декабрь лучше. Январь, 6 пентаклей лучше. Сотрудничать ваша дочь с вами согласится. Февраль устаканится вообще положение, так получше станет. И март вообще хорошо. Вот смотрите, я бы так делала ставки на февраль-март, что будут уже сильные такие подвижки к тому, чтобы ее стабилизировать, но при должных занятиях. То есть я сразу говорю, без занятий, наверное, надеяться на карты не стоит, да. То есть нужно все-таки, как я говорила, заниматься теми вещами, которые я перечислила, да, всеми этими. Или хоть что-то одно выбрать, да, ну, постоянно, каждый день. Это нужно все каждый день делать. Так, годы. Давайте посмотрим 24 год, 25 год, 26 год, 27 год, 28, 29. Да все нормально там. Все хорошо здесь. Нет, не будет уже такого сильно. То есть в ближайший год можете все стабилизировать с физическими упражнениями. Все наладится и все лучше будет. Я не говорю, что вот так вот выключите вы у нее вестибулярку. Нет, конечно. Но постепенно, вот в течение года, занимаясь, все пройдет. То есть это уже однозначно. Ну, вот такой ответ дали карты вам по поводу здоровья дочери. Следующий расклад буду в отдельном дальше ролике записывать.